Система оказания ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья постоянно совершенствуется. Сегодня в арсенале специалистов современные методы и новые меры поддержки. Если раньше большая часть внимания уделялась именно медицинской или дефектологической помощи, то сейчас в центре прежде всего сама жизнь ребенка, его способность быть активным, самостоятельным, психическое здоровье и возможность строить социальные отношения. Медицинские услуги направлены на детей, социальные услуги мы оказываем детям, раннюю помощь детям и семьям мы оказываем семьям. То есть у нас меняется объект нашего внимания. У нас прежде всего семья. Семья, в которой воспитываются дети вот такого маленького возраста, да, младенческого, раннего возраста, а это на самом деле определенный контингент, и он требует и определенных подходов, и определенной подготовки специалистов, и определенных методов и технологий. Меняется и продолжительность оказания помощи. Ранее работа выстраивалась курсами. Мама с ребенком приезжали в отделение реабилитации на 2-3 недели. Но, как показала практика, этого недостаточно. После выхода из медучреждения семья должна чувствовать, что может рассчитывать на государство. Непрерывность, целенаправленность и системность – вот 3 основные составляющие, к которым стремится каждый регион. Понимая, что ребенок с семьей уезжает из реабилитационного центра, уезжает в такой труднодоступный населенный пункт, понятно, что нужно менять методы, принципы и подходы. Поэтому здесь у нас есть много еще вопросов. Доступность ранней помощи также напрямую зависит и от наличия кадров, вернее, даже в первую очередь от наличия кадров. Поэтому понятно, что при особенности нашей одна из форм работы – это выездная форма работы, когда специалисты выезжают на место. На сегодняшний день в Коми больше 100 государственных учреждений, которые оказывают различную помощь семьям с особенными малышами. Только за прошлый год они помогли 1233 детям. В регионе работают 2 дома ребенка, а в детских садах создают специальные группы. Наши федеральные эксперты уже побывали в доме ребенка в Сыктывкарском и, конечно, восхитились той домашней атмосферой, которая внутри обустроена для детей. У нас есть группы ранней помощи для домашних детей, и это тоже позволяет как инструмент помочь семье, не отрывая ребенка от семьи, потому что он как садик утром приходит в группу ранней помощи, вечером возвращается домой. Семья при этом не разлучается со своим ребенком и обучается, как ухаживать за ребенком, как ему помогать. Такие же группы ранней помощи у нас есть в Ухтинском доме ребенка. Основные цели конференции – это проанализировать тот опыт, который уже есть у республики, а также наладить межведомственное взаимодействие, а еще поделиться практиками с другими регионами. Результатом конференции станут проработанные предложения по совершенствованию работы в сфере ранней помощи детям в Коми и других регионах Северо-Запада. Уже завтра экспертов ждет практический день. Ксения Лосева, Павел Люлянмин, телеканал Юркан.